این بیزنس уже сортировать میکنند بچه‌ای که بیزنس دارن بیزنس میفهمن جدا شدن میگیرن در هر یک уровень برمیخواد уровень خودش به جدا شدن رفتن میگیرن هر یک چی گم دیدید وای هم ارزونه как тренинг водный тренинг массовый народ برای خلق بسیار برای همون اونجا разношерстная аудитория میبیاد خیلی میبیاد انا چقدر тренинگ قیمت کنید همه قدر сортированный آدم میبیاد انا مثال тренинگ годовой منبر годовой که یک سالش که $10,000 فقط همون آدمایی میبیاد که действительно لایقت پول کارکنی دارد چون که کدوم آدم $10,000 میتید همون آدمی که همون چی برای وقت ضروره این پولی کمکک نیکافه $10,000 درست می انا зато همون بچه‌ای میبیاد که همون چیزی که من یاد میتیم کردن میداد نشونتی رفته کردن میداد انا کن اگر که آدم نگاه کنید درآمدی که شما میکنید این نشونه توانایی شما هست این توانایی خودتون نه یا من نه اینا بازار определить میکنند بازار میگه که در هنر تو $10,000 میسته هنر تو $5,000 میسته هنر تو $1,000 میسته اینا بازار определить میکنند بازار конкуренция زیاد انا کسی که تواناییش زیادتر است درآمدش زیادتر است کسی که تواناییش کمتر است درآمدش کمتر است برامون این همه یک چیز اساسیش همین اگه همون تو روسی میدونید نه روسی گپ زنم آسان‌تر منبع терминология خوبه روسی به просто тоджики гап мезанам но ҳамон таъсирот ҳис намекунам то есть как-то не чувствую что это то есть не остро чувствуешь я же просто думаю на русском перевод делаю на таджикском потом разговариваю не потому что я не люблю таджикский язык а потому что просто я привык уже так мыслить на русском хотя на русском тоже грамотно я не разговариваю но понятным языком могу объяснить. Грифтан говорит он. Бизнес-встреча организован с какой целью? Целью, чтобы мы с вами могли в более доступном варианте получать больше ответов. Например, когда консультации ко мне приходят люди, они за час платят $500, чтобы я разбирал их бизнес и делал разбор, и на их личные вопросы ответил и так далее. Но бывает, что у кого-то из вас 1-2 вопроса. Потом 70% вопросов, которые мне задают, они похожие вопросы. Похожие вопросы. То есть кредит брать или нет, партнерам как работать, как закрыть, как избавиться от долгов, как найти кадров и так далее, и так далее, так как надо учет контроль. То есть 70% они похожие вопросы. А 30% специфика, индивидуальные, скажем, ситуации, случаи. А вот поэтому бизнес-ужин я зачем организую? С какой целью? Цель, чтобы те ребята, которые, скажем, 1-2 вопроса у него есть, ему не надо платить $500 за целый час. 1-2 вопроса есть. Это раз. Во-вторых, одному я отвечаю, 30% из вас этот ответ получает. Возможно, у вас тоже в голове это крутилось, этот вопрос, но, возможно, вы забыли про него. Или, может быть, не сейчас, но уже через месяц он вам понадобится. Поэтому вот это бизнес-ужин экономит мне время, потому что для меня самое дорогое это что? Время. Это время. Годы, то есть каждый час жизни его надо экономить, потому что вы его не можете восстановить. А для моих учеников это экономит деньги, для моих слушателей и так далее. Поэтому это здорово, это очень полезная вещь. Бизнес-ужин очень выгодная вещь. Почему? Из каких регионов здесь люди? Из каких районов есть? Все из Худжа? Старовшан. Старовшан. Душанбе. Спитамен. Джабор Расулов. Шахристон. Панджикент. Гафуров. Исфара. Чкалов. Машаллах, Хелиху. Устон, Москвский район. Машаллах, очень хорошо. Москва-Сити, кто-то говорит. Москва-Сити. А с Москва, медуном, не Москва-Сити, чаку медуном. Москва-Сити, участки як, участки ду. Участки си, хорошо. Полдора, я знаю. Я был, я до Москвы, я ездил до
Алами Олемё. Я прошел все святые места, которые есть в Таджикистане. В 2004 году. Прежде чем поехать в Мекке, я хадж съездил в 2006 году. Я ездил все святые места, которые есть в Таджикистане. Сначала объездил по всем мечетям, по всей река Заравшан, начиная до самого Алами Олемё. Алами Олемё это из Айни, где-то 400 чем-то километров надо ездить. В общем, 2 суток ездил. Там горная дорога, очень тяжело ездить. Тавильдара ездил. Тавильдара в этом месте, Бург Сармасты-Вали. Самом там дорога нету. Пешком пришлось подниматься и так далее. Искандаркуле, за Искандаркулем Махшеват есть. Наверху Махшевата есть Ходжа Сайдис-Хох. Ходжа Сайдис-Хох, она в пещере находится. В пещере очень святой человек, который Аллах обещал, что до судный день его тело будет сохраниться. Представьте, эти вещи из Таджикистана. Когда я первый раз туда поднимался, это было 93-й год. В этой пещере не каждый могут подниматься, ребята. Поверьте, это правда. Потому что у тебя вот камень такой, как листы, как вот так. И надо вот так подниматься и пройти так где-то 500-600 метров. Ну вот так. Ну вот сами это. Вот так лиси. Не дай Бог, если нога соскользает, внизу под тобой 2 километра высота. И у тебя кости даже не останется. Не дай Бог, это правда. Но если, ну вон там ты точно начнешь думать, да, судный день точно думаешь. Поверьте, это правда. Там стоишь и дрожишь, и все-таки. В детстве как-то в школьный год я поднимался, не знал, не понимал, что ли, или как-то в детстве легкое тело быстрее. А когда повторно, второй раз поднимался, было очень страшно. Очень страшно. Я изучал всю историю, история Тарих и Табариаз. Я изучал все это. Там есть Ходжа Сайдис-Хох стоит так, прямо, знаете, вот так. 1480 чем-то лет назад этот человек умер. Вот так стоит. Когда вы поднимаетесь, вот так смотрит на вас. Даже вот до сих пор сейчас скажу вам. Вот здесь есть чуть-чуть волосы. Здесь. И здесь веки есть. Вот это ресница есть. Ресница. Здесь вот это есть, вот это сухожилие. Она до сих пор как живой стоит. Отсюда ветер продуло, все кости черные, здесь ничего нет. А вот тело вот так смотрит на тебя. Понятно, что кость ничего. Но вот здесь, когда вы видите вот эти ветки и так далее, вы представьте, что ни одного муравья и ни одного никто же это не делал. 1500 лет прошел. Нет, это же до суда уже поднято это. Ко второй порой, как ко второй, Томария Брумадаги. Аллах обещал его, до судный день будут сохранить его так. В свое время Эрмитажи в Советском Союзе приехали, чтобы забрать его Эрмитаж. Эрмитаж отвезти. И месяц там искали, эту пещеру не могли найти. Она прямо вот так пещера, туда надо зайти вовнутрь. Месяц искали. А потом, когда поднимались в вертолет, чтобы улететь обратно, она поворачивается, и на этот камень ударится, все умерли. Там есть винтель от вертолета, которые люди бросили так, и когда на речке проходишь. Еще один парень туда приехал, хотел туризм организовать. В 93 годах. Он хотел туризм организовать. Он был военный, он из соседнего села был. Он, оказывается, оттуда на вертолет привез доска туда-сюда, чтобы там шефер делать туризм. А видите, это святое место. А святое место, если туризм, нельзя. Потому что люди будут гулять, пить и так далее. И из этого он, оказывается, заставил парень, который водитель вертолета, он летчика, заставил, что давай, в те годах, боевикские года, помните, пистолетами и так далее. И он пришел туда, и над этим, когда пришли, вертолет взрыв. Один только летчик живой остался, это русский парень, а все остальные умерли. Он со всеми своими семьями ушел. Святые места в Таджикистане много. Вот коронавирус поэтому нету. Я не шучу. Я не шучу. Вы можете не верить в эти вещи, а я верю. Я этим вещам верю. Я верю, что все, что в священной книге написано, правда. Я верю, что все то, что сказано в хадисе пророках, воистине правда. Я этим вещах верю. Для некоторых людей это сказка, а для некоторых людей это смысл достижения его жизни. Это так. Я просто
Хамислюк сказал вам. Поэтому я много ездил, дорогой. Вы Масчун сказали, поэтому я говорю. А если Бурх Сармасты Вали едете, это вообще Тавильдара, в самом конце, это стране Памир, это стране очень долго едете, дорога заканчивается, дальше дорога нет. Очень-очень далеко. Очень святой человек. Кстати, его Кадамджой, вот здесь, у нас здесь есть, прямо Йова. Йова же проедем, это Кадамджой Бурх Сармасты Вали. Вот. Шайх Муслюддин, который здесь, а его мавзолей, мазор в этом Ягноб. Знаете, что он оттуда был? Вы что, не знаете? Нет. Да вы что, вы здесь живете, даже его историю не знаете? Ай-яй-яй, значит, вы священные вещи не изучаете, ребята. Шайх Муслюддин, именно он был из Ягноба. Ягнобе специально там села, где он вырос, где я весь Таджикистан святые местах объездил, чтобы свое сердце лечить от ненависти, от соблазна, от страха, от всяких внушений. Поэтому были? А? Вы с Фаре были? Сфара? Из Сфара не. Значит, буду. Почему? Потому что, прочитав в одном книге, что было написано так: если вы посещаете святые места, вы когда-нибудь вы развиваете свою духовную сторону. Я человек, который ученый. Я не религиозный человек. Это разные вещи. Не религиозный фанатик. Я ненавижу религиозных фанатиков. Потому что они необоснованно многие вещи заблуждают людей. На самом деле, читайте сами Коран и делайте. Много хорошего. Вот так. Поэтому я сторонник. На одной рукой держите Коран, на другой рукой держите профессиональные знания бизнеса, технологий, компьютера и так далее.